Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте, уважаемые товарищи и друзья. Обращаюсь к вам от имени Центра ногайской культуры Едыге, как его руководитель. По очень-очень важному вопросу. Очень важному вопросу именно в международной политике, касающейся всех нагаев. В эти дни враги России, называющие себя правительством России в изгнании, собрались в Брюсселе на площадке Европарламента под лозунгами «Уничтожим Россию как страну, как общность, как государство». Уж больно им не нравится, что Россия выходит из-под колониального гнета и обретает свою субъектность и подлинную самостоятельность. Россия в лице ее политического руководства твердо заявила о праве на свой суверенитет и самостоятельность как субъекта глобальной политики. Нам и нашим братьям, как когда-то нашим дедам и прадедам, с оружием в руках на поле боя приходится в очередной раз отстаивать свое право свободно жить на своей земле. На этом европарламентском шабаше засветился некий Анвар Курманакаев, называющий себя представителем ногайского движения, принятый казахстанскими властями и по сей день проживающий в Республике Казахстан. Ответственно вам заявляем, что этот персонаж-бедоносец представляет только самого себя и, наверное, свой карман. Такие люди, как он, всегда несут только горе, раздор, разочарование и разорение для своих народов. Все, кто там собрался, вне зависимости от их национальности, это продажные и безответственные люди, торгующие интересами своей страны в угоду откровенных врагов нашего Отечества. Зная, что нашей Родине, семье народов, нашей России предстоит пройти суровые испытания, мы заранее начали готовиться к противодействию таких антинародных проявлений, чтобы враги нашего народа не могли рядиться в патриотов и, прикрываясь сомнительными по содержанию лозунгами, ввести народ к пропасти межнациональной ненависти и гибели. Мы и дальше будем работать в этом направлении, зорко следить за подобными проявлениями и давать им своевременный отпор, несмотря ни на какие трудности. Многие еще не понимали нашей обеспокоенности из-за судьбы наших детей и народа в целом, включая и некоторых из числа облеченных особыми полномочиями, обязанностями и статусом. Прямо скажу, еще не все наши люди и лидеры общественного мнения до конца осознали, какие времена пришли. Работают по старинке, для галочки, по принципу как бы чего не вышло. Сейчас как никогда необходимо быть ближе к народу и к его чаяниям. Не нужно отсиживаться и душить народную инициативу на местах, а нужно идти к людям, вовлекать их в патриотическую работу. Если лидеры мнений не займутся живой работой с людьми, ими займутся вот такие проходимцы, заботливо собранные в европейских столицах. Если они не поменяют свое отношение к своим обязанностям, то страна неминуемо избавится от них за их формализм и равнодушие к делу. Я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые товарищи и друзья. Будьте, пожалуйста, бдительны. Не поддавайтесь на провокации. Наше дело правое, и победа будет за нами. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.